Добрый вечер. У нас сегодня в гостях Исхак Масалиев, депутат 4 предыдущих созывов, и вот сейчас в новом составе тоже вас избрали, да? Будете депутатом. Результат пока не вышел, но Официально скорее его всего, еще да. нет. Да. Спасибо вам большое, что пришли к нам в студию. Каким видится теперь парламент новый, 90 человек? Парламент будет новый, это однозначно. Я в это слово вкладываю смысл новый, что он будет отличаться от парламента предыдущих созывов тем, что это смешанный состав. 54 депутата избраны по партийным спискам, и 36 депутатов избраны по одномандатному принципу. Они, конечно, будут отличаться. Вот, будучи представителем одного региона или будучи представителем политической партии, эти депутаты будут разниться в точках зрения. Они будут в своих взглядах отличаться. Второе, тем не менее, это будет новый парламент в каком плане? По существу от конструкции, которая была создана в 2010 году, остались лишь рожки до ножки. Эта конструкция развалена полностью. Формально партийные выборы имеют место, фактически внутри партии прошли одномандатные выборы. То есть преференциальное голосование нашло реализацию. И каждый депутат в любом случае представляет конкретную группу избирателей, хотя даже от партии. Поэтому он будет коренно отличаться, и надеюсь, что депутаты будут это понимать. Но вчера состоялось первое заседание инициативной группы, а по Конституции и по закону первый созыв должна готовить инициативная группа граждан, которые как бы избраны в депутаты. И осталась лишь формальная сторона, это утверждение Центра избирком итогов голосования, подведение итогов и объявление победителей прошедшей гонки. Поэтому инициативная группа собралась, и я так понял, что есть некоторые моменты, которые говорят о том, что старые привычки остаются. То есть желание отдельных депутатов быстро пойти в услужение президенту и его команды заметно становится. Так или иначе, все говорят о том, что мы команда президента, мы его защищаем его интересы и будем формировать парламент так, как посчитаем сами необходимым. Сами или как президент? Нет, пока президент не озвучивает, сами будем формировать. Я задал группе депутатов простой вопрос. На сегодняшний день в законе о статусе депутата Джуркиша есть такая норма. 2 комитета должны быть предоставлены оппозиции. Да. Но они сказали, а в Конституции же нет этой нормы. Значит, мы не будем давать. То есть уже изначально можно сказать, что вся эта конструкция парламентского государства, она уже идет на слом. Скорее всего, будет парламент не в лучших качественном отношении, традициях старого времени. То есть это, скорее всего, будет большая группа депутатов, которые будут голосовать каждый раз, исходя из каких-то иных соображений, чем партийные интересы или там интересы своего избирателя. Партийность почти нивелирована, получается, партийность, да? Формально, если брать в смысле сохранения той или иной идеологии или задачи достичь программных целей, то, конечно, она уже трансформировалась. Получилось в большинстве партий, так называемых, их можно условно назвать партиями, собрались люди, которые хотят реализовать свои собственные амбиции, стать депутатом. И по существу это большой сетевой маркетинг. Набрать вновь рожденную политическую организацию всех людей, которые обладают так или иначе авторитетом в регионах, и при помощи их усилий избрать депутатский корпус. Почему? Потому что, вот, например, 3 политические партии, которые прошли, из них 2, Ишенем и Атаджурт, это в одночасье созданные организации, и вдруг воспылали такой неимоверной любовью со стороны избирателей. Это, безусловно, не партия заработала, а люди, которые находились в списке этой партии. Люди, которым абсолютно безразлично, в какой партии будет, лишь бы победить. И они бы с таким успехом пошли бы и в Бетюн, Кыргызстан, и в СДПК пошли бы, если бы были уверены, что власть их поддержит. К сожалению, это реальность. А вот эти 3 партии, которые вы назвали, власть их поддержала? Я скажу так, по сведениям, которые публикуются в СМИ, по отдельным кандидатам, которые находятся в составе их, я могу судить смело, что
нынешняя власть поддерживает эти три партии, однозначно. Значит, административный ресурс был. Косвенно. Прямо, грубо, как, скажем, раньше Аким приходил, там, или Айлукмет приходил, такого не было. Я это должен надо признать. Там косвенный ресурс есть. Если кандидат приходит и говорит, я представляю президента, например, кандидат Шахмаматов, во всеуслышание сказал, я представляю партию власти, если вы помните. Публично по телевизору сказал Шахматов, я представляю партию власти. А он Атаджур, по-моему, или это еще, я не помню. Он заявил, а он человек заслуженный юрист, он понимает, что каждое слово он отвечает. И это признание я очень высоко ценю Шахмаматова и считаю, что он правду сказал. Ну, может, погорячился чуть-чуть, но правду сказал. Второе. Благодушие, с которым относятся к этим представителям этой партии, со стороны ЦИКа и других органов, тоже показывает, что они пользуются, ну, мягко скажем, любовью со стороны власти. А то очернение Галатена, которое, например, испытала команда Бетон-Кыргызстан, Да. понятно, что это, говорю, свой родной деген принцип есть у нас, понимаете. Другой бала, өзüm балам дегенде, можно так распределить. А утверждать, что админресурс работал на них, я не могу, потому что у меня нет фактов. Но меня очень смущает, что три политические организации за короткую долю секунды стали популярны в народе. Хотя я и предполагал, что 500-600 тысяч избирателей – это люди, которые в любом случае будут голосовать за партию власти, независимо, как она будет называться. Но она так и получилась. Это до 600-700 тысяч голосов у нас избиратель изначально ангажирован на поддержку государственной власти. Видите, сейчас уже начинают кричать, давайте не мешайте президенту, не мешайте парламенту, давайте чисто работать. Если вы проиграли, достойно проиграйте. Да. Ну, в этом логика есть, конечно, люди устают от выборов. Если завтра будут выборы, я думаю, вообще явка будет 15%. Поэтому те, кто дружно сейчас сегодня начинает ругать оппозицию, хватит. Я помню точно такие же слова и 20 лет назад, и 25 лет назад. Я помню в 1995 году, когда лидер коммунистов Абсамат Масалиев выиграл выборы, точно так же Аксакалы выходили и говорили, болды, мы тоқтотқыла, Акаев турышпағыла, жақсы істеп атады. Абсамат Масалиевтің мезгілі өтіп кетті деген. Это все я помню. Так же было при каждой смене власти. И после Бакиева тоже пришли. Эти же люди кричали, не мешайте Бакиеву. Эти же люди кричали, не мешайте Атамбаеву. И эти же люди кричали, не мешайте Джеймбекову. И они же сегодня говорят, дадим шанс работать Джапарову. Поэтому вот это у нас политическая картина у нас такая какая-то. В этом смысле, в отрицательном смысле, она стабильно поддерживающие силы есть. Как сказал Юрий Афанасьев, агрессивно послушное большинство. Да. Особенно она агрессивна, когда в позе поддержки власти. Да. Они готовы бить, вот, скажем, то, что ударили Текебаева, это тоже признак того, что сейчас выясняется ситуация. Депутаты ГОР, конечно, подняли вопрос, что это за автобусы, на которых подвозили людей. Что это за автобусы, которые сотрудники милиции просили у мэрии, а приехали на них другие люди. То есть это говорит о том, что, к большому сожалению, мои бывшие коллеги, сотрудники милиции, замешаны вот в этих акциях. Я за примером далеко не пойду, я скажу вам. В 2010 году, когда Временное правительство меня заключило под стражу, и начальником УВД города Бишкек был Русалиев, Затлых, точно так же такие же молодчики поднимали руки на моих родных и близких на площади. Точно так же свистели, улюлюкали и забирали телефон, избивали. Это было. К сожалению, это самое плохое качество, которое присуще толпе, которую подготовили соответствующим образом. Либо финансово, либо морально, либо на самых низких чувствах сыграны. Вот это. Давайте не будем мешать. Естественно, тосколду кылбагылат. Они хорошие, красавчики, пускай работают. И любое критическое, даже с положительной целью критическое замечание воспринимается в штыки. Хватит, сколько можно. Вы вот работали, достаточно, дайте им возможности. Вот эти лозунги, они очень удобные, легко их произносить. Но от этого продовольствие не дешевеет, от этого уголь не дешевеет, от этого ГСМ не дешевеет, наоборот, все поднимается. Ну, даже если... И второе, порожденный в незаконном статусе, скажем, с нарушением Конституции и законов, это
По-любому это будет незаконным. Рано или поздно история расставит на свои места. Мы проходили за 30 лет столько случаев, которые, ну, ярчайший пример. Ну, начнем всех президентов, историю возьмем. Начал Аскар Акаев нарушать Конституцию, плачевно закончил. Начал нарушать Конституцию Хурмбек Бакиев, плачевно закончил. Превысил полномочия своей президент Атамбаев. Тот же самый результат. Позволил вседозволенности занять место Джеймбекову, закончил с тем же самым. Садыр Джапаров и команда не исключение. Они точно такой же результат получат в короткое время. Поэтому, если начать работать, то надо работать в первую очередь на консолидацию. Я никак не могу понять, почему за октябрьские события прошлого года отвечает вот этот молодой человек, Джениш Молдахматов. За то, что он выступал на площади и говорил, что выборы несправедливые. За то, что Садыр Джапаров и его команда взяли власть, это незаконный захват власти. Тогда не его надо судить, наверное. И вообще, после всякой смены власти, новая власть должна идти на какое-то компромиссное решение. Я бы назвал бы, как бы, ну, может быть, политической амнистией, такого рода должны шаги быть. Если октябрь прошлого года закончился сменой власти, то те, кто был на площади в это время, они не должны привлекаться к ответственности. А сейчас Денис Молдахматов, Курсан Асанов сидят в тюрьме, их обвиняют в массовых беспорядках в октябре прошлого года. Поэтому это нелогично. Избирательно. Конечно, избирательно. Конечно, избирательно. Они же вместе в одном унисоне. И мы все там были. Мы тоже говорили о том, что беззаконие, выборы беззакония, надо отменить. Вот главное требование было. На площади, я не помню, требование Сооронбай Кэтсен. Не было такого требования. Оно появилось чуть попозже. Ну, в любом случае смена власти произошла. Ну, тогда давайте остановитесь. Денис Молдахматов, пойдем работай. Вот тебе участок. Сработаешь — вперед. Не сработаешь — не огорчайся. Получается, тех отдельных берут в работу, через месяц выкидывают. А людей, которых нечистых на руку, их ставят на высокие должности, при этом хвалят. Я не знаю, я не понимаю, логики нет. Поэтому, если новая власть, она всегда должна опираться хотя бы на свежие силы. Хотя бы на личности, которые не запятнаны в своей деятельности прошлой. Хотя бы так. Поэтому вот это вот... У нас очень плохое качество. Мы не учимся на своих ошибках. Мы и на чужих-то не учимся, мы и на своих не учимся. Ну вот взять, если пример Россию, да, в 93 году, вот 4 да, или 3 октября были вот это обстрел Белого дома и так далее. Потом же их всех, кто там, это же вооруженное было противостояние. Я бы сказал бы так. Там вообще история, конечно, это другое государство, но для меня достаточно смутная история. А чего это Белый дом обстреливал? Кто обстреливал? Ельцин обстреливал. Ну, те, кто поддерживали Ельцина. Подождите. А был ли смысл обстреливать Белый дом из танков? Сегодня, по истечении времени, какой смысл обстреливать Белый дом, здание, в котором сидят парламентарии? Невооруженные парламентарии сидят, обстреливают с Белого дома с моста. Да. Сейчас возникает вопрос. Чего ради? Да, сейчас мы можем говорить, но тогда вот такая ситуация была. Но потом же их всех отпустили, и Рудского, и почему Хасбулатова, и амнистировали. Вот то, что вы говорите, принципе, так и должно быть. ради консолидации. Нет, дело в том, что не Рудской обстреливал, а его обстреливали. Его, да. Был спикером парламента этот Хасбулатов. Не он обстреливал, его обстреливали. За что? За то, что он сказал, я не согласен, что Ельцин президент? Да. Так вот логика в чем? И они же потом их и простили. Да. Хотя бы так. Когда вместе приходят к власти, потом не надо делить, а он на меня так смотрел, на меня так смотрел. Они должны были всех, кто был на митинге в тот день, в те дни, который привел их прямо или косвенно к победе, к власти привел их, безусловно, они должны были вызвать их и сказать, ребята, давайте так, мы достигли, вперед решили. Власть сменилась, президентские выборы прошли. Все уже, легализация произошла. Давайте работать. Чем вы можете помочь? Почему нет? Почему нет, да. Или что, Дженис Молдахматов с ружьем бегал за кем-то, что ли? Меня это удивляет. Да, он говорил, до января месяца 2021 года, пока президентские выборы пошли, власть была под сомнением глубоким. Я всегда тоже говорил и подчеркну, до президентских выборов вся деятельность была под сомнением.
назначение его премьер-министром, назначение его... Я впервые понимаю, я как юрист не понимаю, как спикер парламента, который по Конституции обязан на себя брать исполнение обязанностей президента, как это так? Я отказываюсь. Так не бывает отказываться. Ты должен пост создать. Талант Мамытов, я отказываюсь быть его президентом. Ты не имеешь права отказываться. Это конституционная аксиома, норма. Нет президента, спикер должен возглавлять. Да. У нас ноу-хау пошло. Я отказываюсь. Я остаюсь спикером, но он будет его президентом. Так не бывает. В случае отсутствия парламента, спикера, тогда он может премьер-министр. Поэтому до президентских выборов вот эти все разговоры имели место. Это была обоснованная критика. Но после того, как народ избрал президентом человека, мы должны многие моменты оставить в истории. Дальше надо двигаться вперед. И первым шагом избранного президента, конечно, должно было быть приглашение всех своих оппонентов к переговорам, разговорам. Приглашать их во главу. Каждый из нас, каждый из политиков считает себя большим знатоком, он хочет исправить ситуацию в стране. Ну давай вместе тогда. Да. Это, казалось бы, простая вещь. Никто так не делает. Я пример приведу. Когда в 1990 году Масалиев, Кетцин на площади палатки разбили, Топчик, Турбаналиев и другие молодые демократы тогда, им казалось, что это будет чистая молодежь, мало кто помнит, что Абсамат Масалиевич вышел, пошел по палаткам, прошелся с ними. Балдар, Койвой Снару, Токтот Пойснарова, Кергеля Кабинетка, Сюрешевельда. Это первый и последний раз, когда руководитель государства вышел к митингующим. Больше не было. А почему? Потому что они боятся. А первый секретарь Центрального комитета, председатель Верховного Совета, вышел к палаточникам и сказал: ребята, может, хватит? Давайте посоветуемся, как будем делать. И ни одной дубинки не применялось в отношении митингующих. Это первый и последний раз было. А мы сейчас говорим, у нас никогда не было. Было. Это, наверное, зависит от человека, от личности. Конечно. И в этом плане, и в 2010 году я писал письмо Тумбаеву: слушайте, нас, политиков, в стране всего лишь может 150-200 человек. Да соберите всех вместе. Да. Пусть день, два, 3 месяца обсуждают, но к какому-то консенсусу надо прийти. Всех. Страна маленькая, а мы ее раздираем на части. Мало того, что вы не приглашаете, вы еще добавляете. Этого гадом обзываете, этого выжившим из ума обзываете. Ну, так нельзя делать. За каждым из них как минимум 40-50 тысяч голосов есть. Как минимум, я говорю. Это отбрасывать нельзя. И вот в 2005 году и в 2010 тоже, когда вот эта накалялась обстановка, Акаеву достаточно было тех людей, которые выступали против, пригласить к себе для Со переговоров. Скорокайчем совсем другая история. Я, как один из активных участников, могу сказать так. От него требовалось лишь одно. Официально заявить, что осенью на выборы он не пойдет. Но он это говорил. Нет, он не говорил. Он молчал до последнего дня. Второе. Выборы по сыну и дочке отменить. И тогда был источник конфликта 38 округов. По ним шли большие жаркие споры. Там, когда давление сильное было, ему надо было отменить в ряде округов итоги голосования, дать гарантию, что он не уйдет, и с ним бы ничего не произошло бы. Сейчас он пытается говорить, что наркобароны – это сказка. Никаких наркобаронов не было там. Я это точно знаю. Может быть, 1-2 было, как это в любом сборище людей. Но основная движущая сила была совсем другая. Поэтому его вот попытки оправдать, что меня выгнали там наркобарон, ничего подобного, народ выгнал его. И не выгнал, а он убежал. Это разница большая. Убежал. Он убежал. Хотя мог этого не А делать. никто... Да, кричали Кетцин, да, кричали «Освободи». Но осенью 2005 года и так срок заканчивался. Да. Выйти и сказать: я ухожу. Дайте достойно подготовить выборы, честные выборы. Он ушел, да. Но когда его дочка избирается, сын избирается успешно, и вся его Еще команда другие избирается, родственники. 38 представителей Алги избирается. Ну, тут, конечно, надо было либо ими жертвовать во имя такого спокойного будущего. Но он не смог жертвовать ими. Результат такой получился. С Крумовым Савельичем совершенно другая история. Абсолютно другая. Судя по быстроте натиску, подготовки этого переворота очередного, тут совсем другие силы замешаны были. Это я однозначно могу сказать. Там народ лишь сыграл в последний момент роль. Это, Роль вот пушечного мяса сыграл. вызывает... И когда Мадумаров сказал о том, что на площади там погибли люди, в этом вина есть организаторов путча, этого переворота, некоторые потерпевшие родственники погибших
на площади в апреле 2010 года, они немножко превратно понимают. Они думают, что Мадумаров защищает их. Я был рядом, когда он говорил. Он сказал, что ответственность обоюдная. До сих пор не расследовано. Кто же бросил молодых людей на площадь и оставил их там под пулями? И откуда стреляли? Следствие выяснило. Все утверждают, что только Всё с Белого закрыто. дома. Но я своими глазами 7 апреля я видел на площади молодых людей с автоматами, которые они отобрали возле форума. И они стреляли в сторону Белого дома. И, Ну, наверное, много кого-то- фотографий, То есть видео. Я да. в этом плане, это весь мир знает об этом. Поэтому это дело до конца довести. Надо было показать, что степень ответственности временного правительства тоже есть. Если ты ведешь человека на митинг, ты должен о его безопасности беспокоиться. 7 апреля в час дня я был на площади, ни одного лидера не было. Ну, их когда отпустили? Их отпустили многих. Их и не задерживали. Это маленький исторический штрих. Задерживали только покойного Болотчера. В Таласе задержали, официально ему предъявили, и его приняли решение. По остальным они вызывались как свидетели. В час дня, в 12 дня им сказали, идите на площадь. Они почему-то не пошли на площадь. И сам Меркулов пришел. Как? Комиссариев вышел на площадь. Нет, позже вышли. Как только освободили. Нет? Нет, позже. Все они позже вышли. Позже, да? И не на площадь они пошли в Белый дом, начали писать декларацию о независимости. Декларация, туда-сюда. Это я помню историю. Я же был там. Днем этого дня, 7-го, я задал вопрос Усенову. Если мы все уйдем в отставку, митинг закончится? Он сказал, я на провокационный вопрос не отвечаю. Даниил Арсенов. Да. Он сказал, мы контролируем. Как же вы контролируете, если мы получаем информацию, что там горит все у вас под ногами? Нет, мы контролируем, мы меры примем. И я пошел на обед, и в обед я вышел с соседями на площадь. Эту стрельбу я своими глазами видел. Поэтому кто-то сейчас исторически подглаженную историю говорит, это не так. Там очень много мутного. Поэтому, когда людей выводят на митинг, надо быть предельно осторожным организатором, потому что ответственность прежде всего на них. Конечно. Второе. Степень ответственности Бакиева и стрелков, которых были. Помните, тогда было заявлено, что были снайперы. Да. Их Забыли. даже ловили, а потом они исчезли. Что они, да, где-то в Джалалабаде снайперов ловили, а потом отпустили, непонятно что-то. Там история достаточно непонятна. Но все-таки, на мой взгляд, часто можно уже сказать, там больше внешние силы сыграли. Наверное, в истории с этой американской базой что-то не так произошло. И наши союзники, мягко скажем, дали добро на смену власти. Вот так. А октябрь прошлого года, это вообще почему-то удивительно похоже на те слова, которые Максим Бакиев говорил в 2012 году в телефонном разговоре. Один в один совпадает. Ну, это вот об этом, может быть, мы отдельно как-нибудь, Хорошо. может быть, сделаем интервью. Да, вот если к нынешней ситуации вернуться. Кого вы видите спикером? Кто будет баллотироваться? По мне, если бы от меня это зависело бы, я бы предложил бы руководству государства, а именно оно принимает решение, не депутаты, а оно принимает решение, предложил бы на роль спикера Мадумарова. Он уже один раз был, Он был спикером. опыт есть. Хотя бы с тех соображений, что сегодня наша страна нуждается в поддержке внешних участников нашего дипломатических отношений. В этом статусе, в качестве спикера парламента, он бы оказал бы большую помощь государству. Может быть, даже и президенту. В том, чтобы своими возможностями он бы намного теплее сделал бы отношения с той же Россией, с тем же Казахстаном, с тем же Узбекистаном, с тем же Таджикистаном, прежде всего. С Турцией. С Турцией тоже. То есть и со многими странами роль спикера была бы высока. Второе, для руководства страны это было бы актом, великодушия я бы не сказал, но проявления мудрости. Мое мнение, если бы Мадумаров был спикером, он бы очень много принес бы пользы для государства. Возможно, лично для Садыра Джапарова или для кого-то, может быть, лично не принес бы, но для государства пользу принес бы. Еще какие могут быть кандидатуры? А кандидатуру, я в интернете читаю, в основном, там говорят и о Таланте Мамытовой, и о Нурлане Шакееве говорят, и многие другие молодые люди. Некоторые, я знаю, депутаты бегают, пытаются, тоже будущие депутаты хотят стать спикером. Но, к большому сожалению, большинство из них не знает, что такое Торега Джауркенеша, какая его функция. И они, наверное, смотрят это как предложение к президенту. Большая ошибка. Потому что, когда говорят, что парламент сейчас ничего не может сделать, неправда. Парламент очень большие полномочия. Возьмем с того, что он может объявить импичмент.
Ну, там усложнилась процедура. Усложнился в одном плане, а в другом плане не усложнился. Если раньше импичмент можно было по тяжкому преступлению, то теперь по любому преступлению можно. Раньше было по тяжкому преступлению президента, а сейчас нет слова тяжкое преступление. Любое, да? Да, любое уголовное преступление. Это, скажем, превышение полномочий. Ну, очень много преступлений, за которые можно привлечь его. Конечно, сейчас постараются законом еще больше тяжелее сделать, но в любом случае Конституция есть Конституция. Поэтому равновесие относительно есть. Второе. Там есть много моментов, которые при грамотном подходе, если депутаты, мои коллеги, будем читать, то мы можем свое место занять. Хотя бы простой принцип. Парламент принимает законы и контролирует исполнение этих законов. Вот контрольная функция почти исчезла А в последнее время. Да, к сожалению, мы, депутаты, ее превратили, мы бесконечно начали звать министров, премьер-министров, не даем им работать. Это фактически, да. Британ Болсори Кельсин, пусть придет Тепчик. Я всегда был, когда председателем комитета в 2009 году, я исходил из принципа, пусть придет на сессию или на комитет тот, который знает, что это за закон. Да. А то это же не дело, когда министр приходит и не может ответить на депутатский вопрос. Поэтому пусть приходит тот сотрудник, который знает это. На основании позиции, когда мы уточняем, что они закон не выполняют, мы можем без приглашения этого министра поставить вопрос о его ответственности. Мы предлагать будем. Главе исполнительной власти мы можем предлагать, кто нам запрещает. Да. Если один-два раза предложить, то президент либо должен прислушаться к нашему мнению, либо, я не знаю, тогда он напрямую берет под крыло того или иного нерадивого министра. Поэтому функция контроля за исполнением законом, она очень сильный рычаг. Конечно, здесь надо находить грань, чтобы мы не мелочились, не мешали исполнительному органу власти. Мы должны определить тот формат работы, который более благоприятный будет. Но, тем не менее, свои функции должны выполнять. И этого достаточно, чтобы депутат достойно себя вел и работал. Но не надо мелочиться. Как будут фракции формироваться? Вот одномандатники, как они будут группироваться? Видите, в Конституцию вбили норму, что в Джоркеше могут создаваться фракции и группы. Могут, но не обязательно. У меня создалось впечатление, первой встречи с некоторыми инициаторами, что они не хотят ничего такого делать. Они хотят просто иметь палату представителей, которая будет большинством принимать решения. И все. Ну, от 6 партий никуда не денется, фракции создадут они. А вот будет ли коалиционное большинство, будет ли оппозиционное меньшинство, как требует закон. Ну, такое ощущение создалось, что эти не хотят они это заморачивать себе голову. Вот с одним из думающих депутатов я спросил, а как оппозиционное меньшинство, она же должна обладать 2 комитетами, это же закон требует. А в Конституции же, говорит, нет такой нормы. Я ему другой аргумент дал. Хорошо, в Конституции тоже не пишется, как избирается депутат. Это же мы законом определяем. Да. Значит, тот закон, в котором пишется, что мы, оппозиция, должна получить 2 комитета, он должен действовать. Или вы этот хотите признавать, это не хотите. То есть мне создалось впечатление, что пока еще структуру, конструкцию этого парламента пока единства нет еще. Вот как только сессия начнется, будут, наверное, копии ломаться. И это зависит, очень важно, зависит от того, кто будет спикером. Если думающий, читающий спикер будет, то конструкция будет создана более успешно. А если станет спикером тот, который будет разрешение спрашивать в управлении делами президента, то тогда будет такой, какой решит заведующий юридическим отделом администрации президента. Да. Проходили. В общем, много работы. Работы очень много, но работа очень интересная. Поэтому я бы пожелал одномандатникам не торопиться бежать в какую-то фракцию. Сначала пусть придут, осмотрятся немножко, посмотрят. Потому что сейчас каждый голос каждого одномандатного депутата, он наиболее ценный будет. Нежели если они войдут в какую-то фракцию или группу, то они потом будут связаны обязательствами. Поэтому свободу лишиться легко, а возвратить невозможно будет. Если бы кто-то меня слушал бы, я бы рекомендовал бы депутатам, избранных от одномандатных округов, не торопиться с выбором. У нас и время подошло к концу. Спасибо большое. Я думаю, мы еще несколько... Особенно вот то, что вы говорили про вот эти события 2010 года, и 2005 года тоже, и поздние. Ну, то, что касается истории, можно говорить. То, что касается нынешних событий,
Анализ всегда субъективный, вот, конечно. Трудно сказать, это мое мнение, а история покажет, прав я или не прав. Спасибо вам большое. У нас в гостях был Исхак Масалиев, который до этого в 4 созывах был депутатом и сейчас в 5-й раз приходит. Если в выйдет парламент. решение избиркома, конечно. Ну, наверное, выйдет, да? Спасибо большое. Пожалуйста, удачи вам тоже. До свидания.